тоже, конечно, знаете, и бывали у нас, наверное, и в 2019 году тоже на наших праздничных мероприятиях. Вот. И сейчас мы хотели бы вам немножечко напомнить о наших исторических символах города Бреста, вот, что каждый житель Бреста и Брестской области вот это вот, конечно, должен знать, с чем наш Брест ассоциируется вообще в мире, да, у жителей разных других стран, которые не знают, может быть, чего-то более важного, но вот это вот они знают точно. Брестская Библия 1563 года, это такие наши бренды нашего города. Брестская уния 1569 года. Ну, вы по истории, наверное, знаете, что это такое, не буду вдаваться в подробности, но вот вам просто намечу эти символы. Брестский мир 3 марта 1918 года и Брестская крепость, всем известная, знаменитая, которая строилась тоже долго, 5 лет, 1820-1825. Исторические символы и культурный символ нашего города, конечно же, это Брестская областная библиотека. Наш любимый отдел литературы на иностранных языках, откуда, собственно, мы и прибыли к вам. Вот, и в нашем отделе литературы на иностранных языках понятно, какая литература есть, правда? Вот. Для тех, кто изучает иностранные языки, у нас есть практически все. Вот. У нас литература на 45 языках мира. Вот. Конечно, мы вам сегодня не привезли всю ее на 45 языках, но такие основные языковые направления, чтобы вы могли посмотреть, что у нас есть сегодня на выставке. Вот кто сидит так, чтобы вам неудобно смотреть, можете немножечко перевернуть стульчик, посмотреть. Вот это наша выставка. И я вам хочу сказать, что у нас в библиотеке более 20 тысяч книг. Но вот эти книги на вот этих 4 языках, на немецком, польском, французском, английском, они занимают, ну, большую часть нашего книжного собрания, так скажем. Уже книжный фонд — это такой наш специальный термин библиотечный. Вот. Ну, в общем, книги на этих 4 языках у нас представлены больше всего. Например, у нас на немецком языке книг более 2500. Вот кто изучает из вас немецкий язык? Есть такие? Вот, замечательно. Вот мы вас ждем в нашей библиотеке с августа месяца, начиная, наверное, в сентябре, потому что у нас будет сотрудница молодая, которая с вами может поработать и провести вам интересные программы на немецком языке. Пока мы сейчас без немца. Вот. Значит, на польском языке у нас тоже очень большой интересный фонд, лучший, ну и, наверное, самый обширный по истории Польши именно во всей республике. Вот. Это тоже 3500 книг. Вот. Ну вот он у нас представлен 2 полочками здесь на выставке. Вы посмотрите. Здесь есть художественная литература на польском языке. Если кто-то из вас, кто-нибудь изучает польский язык, кстати? Никто. Ага, вот, замечательно. Вот мы с вами пообщаемся. Вот. И тут учебники, естественно, на польском языке, начиная от самого начала, типа алфавита, да, и как правильно произносить. Ну и до таких типа вот учебных комплексов, как может быть в какой-то школе из вас. И вот кто-то из вас тоже учился к таким учебникам типа Headway, когда вы имеете свою учебную тетрадь, да, учебник, тетрадь, и преподаватель с вами занимается еще и дисками. Вот это такого плана учебники. Дальше, французский язык. Кто-то есть из вас такие, кто французский изучает? Нет, да? Ясно. Ну, ничего. То есть французский мы вам тоже, конечно, привезли. У нас есть передвижная библиотека французской литературы, которая уже в течение 2001 года у нас работает, и книжки их привозят разные. Вот. Но если будет интерес когда-то у кого-то к французскому, тоже у нас в Брестской областной библиотеке есть. Знаю точно. Хочу перейти сейчас к корейскому, что среди вас кто-то есть, кто интересуется корейским языком. Точно? Супер. Угадала. У нас тоже очень часто. Особенно почему-то девочки интересуются корейским языком. У нас самая лучшая в Беларуси коллекция корейских книг. Это я вам точно говорю. Потому что нам с посольства Кореи прислали то, чего нет даже в Минске, в областной библиотеке и национальной. Это самые новые учебники изучения корейского языка из лучших университетов Кореи. Это не реклама, это серьезно, это правда. Вот. Почему такой интерес именно к нашей библиотеке корейское посольство проявило? Это именно потому, что вот такие девочки, как вы, у нас организовали кружок любителей корейской культуры. Вот. Они у нас занимались, приходили, нашли себе девушку в нашей библиотеке, которая лучше немножко знает, и она их немножечко вела и подсказывала, помогала. Вот. И потом они познакомились в Минске с представителями корейского посольства, и в итоге вот эти книги у нас. Они нам привезли такие классные книжки. Так что дерзайте, может быть, и в вашу библиотеку тоже таким образом что-то попадет. Вот. Ну и теперь я бы хотела перейти к самому такому интересному и большому блоку английского языка. Наверное, английский изучаете все, да? Или кто-то нет?
замечательно. Вот на английском языке мы вам привезли вот такие классные книжки сегодня. Вот. И немножко я вам сейчас расскажу и покажу их. Смотрите, здесь находится художественная литература, ну, чуть-чуть детские книги я привезла, конечно же, потому что, ну, хочется показать как-то, что у нас вообще есть для вас. Вот. У нас есть классная, очень замечательная коллекция американских комиксов. Вот. Взяли самые тоненькие, самые такие, а вообще это энциклопедия Марвел, всех героев. Это около 100 книг. Совершенно уникальная коллекция, которых в Беларуси несколько. В интернет-магазине можно не все. У нас в Брестской областной посмотреть и познакомиться с американскими комиксами можно со всеми. Вот. Кто из вас интересуется комиксами? Есть такие? Ну ладно, хорошо. Будем обязательно выучить. Хорошо, ребята. Дальше, значит, тут книги для чтения. Чего они еще могут быть сейчас? Кто-то так подумал, если не для чтения. Я вам сказала, в отделе литературы на иностранных языках вот, есть у нас такой партнерский центр «Все США» или InfoUSA Брест. И таких центров у нас в Беларуси 11. Они находятся в каждом областном центре и в некоторых районных центрах. Это как в Могилеве, Пинске, Молодечный, вернее, Молодечный, Пинске, да. Вот. И они были созданы когда-то, ну, достаточно давно. Вот, например, нашему центру уже в этом году исполняется 20 лет. Вот. Созданы они для того, чтобы вы могли иметь возможность читать книги в оригинале на английском языке, изучать английский язык по книгам американских авторов. Вот, и иметь доступ к информации самой свежей, самой актуальной, из первых уст, что называется, в библиотеке. Не какая-то информация, чтобы это была непонятного, так скажем, качества, а чтобы это было все качественное, хорошее, доступное и актуальное, самое главное. Вот. Мы проводим различные программы, и в том числе, ну, то, о чем я вам уже показала и сказала, ну, вот, например, программы встречи с носителями языка, вот как на верхнем слайде. Вот. Такие программы, как сегодня, только вот у нас выездная, мы к вам приехали из Бреста, а это у нас ребята в Брещане, в Брест к нам в библиотеку приходили. Вот это учителя, которые тоже пользуются нашими ресурсами, вот молодые педагоги, вот, видите, себе тоже это все интересно. Вот, то есть у нас есть различные возможности для тех, кто приходит к нам в центр партнерский, вот, и работает с различными нашими ресурсами. Что мы хотим предложить еще конкретно вам? Если вы будете читателями, ну, я надеюсь, что вы являетесь читателями библиотек своих, правда? Вот. Если вы заинтересуетесь какой-то программой нашей, мы можем это транслировать вам онлайн, ну, как сейчас делают все, собственно говоря. Вот. Кроме того, что вы можете к нам приезжать в библиотеку непосредственно, вы можете еще и получать информацию от нас вот через интернет, таким образом, через Zoom или Skype. То есть это мы сейчас тоже делаем. Вот. И еще одна замечательная возможность, на которую очень рекомендую вам обратить внимание. Вот если кто-то из вас, есть такие, что занимается, интересуется английским языком и, в общем-то, продвинут уже в этом, да, мы вас приглашаем на, ну, вы по возрасту, конечно, подходите уже к нам каждую, вот эта программа вторая, каждая вторая среда, 17:30. 10-11 классы у нас занимаются вот с этой замечательной американским преподавателем, Йоханна Кэмпбелл ее зовут. Вот она онлайн ведет у нас занятия английским языком. Ну, скорее, это даже не уроки, естественно, без оценок и без всего. Вот это просто такое общение на английском языке с носителем языка. Это тоже выходит на несколько, на многие уголки и центры нашей Республики Беларусь. И ребята, такие же, как вы по возрасту, подключаются, и можно и с ними пообщаться, то есть услышать носителя языка, конкретно американский, английский, плюс послушать друг друга, да, что очень важно, что мы слушаем не только носителя языка как эталон, да, а еще и слышим, как мы, не носители языка, ну, общаемся, да, и понимаем ли мы друг друга. Вот. То есть вот такие программы очень полезные. Они длятся час. Вот. Если начинается с 17:30, то примерно до 18:30. И вы можете к ним подключиться тоже. Мы будем давать ссылочки на эту программу в библиотеку, ну, если, конечно, такой интерес будет. Всегда есть смысл давать что-то, если у людей есть интерес. Вот. Так что вот эта возможность у вас тоже, ребята, есть такая. Вот. И в любом случае мы вам дадим наши контакты в конце, и вы сможете с нами связываться, если у вас есть какие-то вопросы, может быть, какие-то потребности, запросы, что-то вы хотите узнать, а в библиотеке, ну, нет возможности или в интернете найти это, то мы всегда открыты к общению,
можете нам писать, обращаться, и какие-то моменты мы вам разъясним, поможем, где найти, как сориентироваться по разным темам. Как сказала Татьяна Олеговна, мы представляем не только Брестскую областную библиотеку, отдел литературы на иностранных языках, но и отдельный кусочек этого маленького отдела, партнерский центр Preston for USA. Этот партнерский центр был создан при содействии посольства США в Республике Беларусь. Скажите, пожалуйста, что вы в принципе знаете о Соединенных Штатах? Вообще ничего. Много чего. Много чего. Много чего. Отлично. Тогда достаем свои мобильные телефоны, проверим, что именно. Вам нужен доступ в интернет. Вам нужен сайт, который называется Kahoot It. Не ком. It. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Как он пишет. Поехали. На экране вопрос, у вас надо будет нажать на ответ. Как расшифровывается название США? Ну все, окей. Столица США. Смотрите. Нью-Йорк. Зеленый, синий, фиолетовый. Красный. Белый тыкайте. Белый. Нью-Йорк, правильно ответ. По-любому Нью-Йорк. И да, прекрасно. Это был город Вашингтон. Причем вы знаете, что есть город Вашингтон, есть штат Вашингтон. И это две разные административные единицы. Так, у нас тут что-то поменялось. Сколько штатов входит в состав США? 155, 50 или 13? Зеленый, синий. Какой там тыкаете? Желтый, конечно. Желтый. Ну что желтый? А здесь есть правильный ответ? Да. Хорошо, а почему 13, как думаете? Откуда появилось 13? Сразу фамилия участника. В первом составе США было 13 штатов. И сейчас на флаге Соединенных Штатов Америки 13 полос, которые символизируют вот эти вот первые 13 штатов. И 50 звезд, исходя из текущего положения вещей. Так что, в принципе, как бы, 13 тоже имело место быть. 55 это, конечно, зря, но... Дальше. Что не является символом США? Статуя свободы, голубь, бизон, роза. Что не является символом США? Это сложнее. Про это будем говорить чуть-чуть позже. У меня пару слайдов про это. Да. Голубь не является символом США. Молодцы, в основном справились. Голубь это просто символ мира. Что-то произошло. Коренные жители США это американцы, американисты, индийцы и индейцы. Американист. Ага, молодцы. Да. В общем и в целом как бы неплохо. Вопрос был коренные жители США. Коренные. Да, не нынешние уже американцы. Но изначально на этом континенте жили индейцы. Причем, обратите внимание, не индийцы, хотя Колумб очень хотел открыть Индию. И у нас снова что-то произошло здесь в таблице. Государственный язык Соединенных Штатов. Английский, американский, нет официального, язык глухих, но глухонемых правильнее. Не угадали. В Соединенных Штатах Америки нет официального государственного языка. Самый распространенный, все правильно, американская версия английского языка. Сейчас уже правильнее говорить именно, что это американская версия английского, потому что языки достаточно сильно разошлись.
и по чтению некоторых букв, и по названиям некоторых слов, например, футбол, сокер, ну, как бы американцы с англичанами просто подерутся по поводу того, какую игру, ну, вернее, по поводу того, как правильно называть эту игру, это футбол или сокер. Поэтому, да, есть такие нюансы. А в момент, когда у нас было, не у нас, а в Соединенных Штатах, было еще 13 колоний, и обсуждалось, какой же язык сделать официальным. Ну, вот официальный не выбрали, но выбирали общепотребительный. Как вы думаете, между английским и каким еще выбирали, если у вас вариант? Французский. Тепло. Французский. Тепло? Нет. Голландский. голландский? Это был голландский язык, да. Очень много было мореплавателей, тоже голландцев, и тоже были большие колонии. Хотя сейчас, да, очень много французов, и еще очень много немцев и ирландцев. Ну, ирландцы как бы на английском языке разговаривали, но еще очень много немцев сейчас в Соединенных Штатах, вот именно потомков. Да? Снова что-то произошло. Правда или ложь? Статую свободы сделали в Европе. Обратите внимание, синяя это ложь, красная это правда. Статую свободы сделали в Европе. Ту самую знаменитую, которая с 7 венцами, да, 7 сторон, да, 7 континентов. Расскажу вам про нее еще прекрасную легенду, очень ее люблю. Ну, такая не легенда, а больше сплетня. Да, это правда, статую свободы сделали где? Во Франции. Во Франции, в Париже, да. Кстати, где-то в Париже стоит маленькая копия статуи свободы. Мало что поменялось, но что-то произошло. Правда или ложь снова? Каждый третий американец работал в Макдональдс. Синяя – это ложь, красная – это правда. Каждый третий американец работал в Макдональдс. Но Макдональдс большая корпорация. Но американцев очень много. Америка 4-я по населению. Это ложь. Это ложь. Каждый 6-й американец работал в Макдональдс. Нет, все не настолько плохо. Каждый 2-й. Это как-то... Так. Правда или ложь? В США есть закон, что нельзя ловить рыбу при помощи лассо. Синяя – это ложь, красная – это правда. Нельзя ловить рыбу при помощи лассо. Да, это правда. В США существует такой закон. Почему существует такой закон? Потому что когда-то какой-то конократ стоял посреди озера с лассо и пытался увести чужую лошадь. Когда к нему пришли и спросили, что ты тут делаешь? Он ответил, рыбу ловлю. Сказали, ну нельзя так уж. А что, есть такой закон, что нельзя ловить рыбу? Ну вот как бы, да. И в некоторых штатах есть такой вот теперь интересный закон. И заключительный вопрос такой, разминочный, правда или ложь? В США есть закон, запрещающий носить мороженое в заднем кармане брюк. Синяя – это ложь, красная – это правда. Мороженое в заднем кармане брюк. Представьте, насколько это удобно, с какой целью так можно сделать. Вспомните того человека, который ловил рыбу при помощи лассо. Там тоже была определенная логика. Да, и осторожно, горячим кофе можно обжечься. Да. Это правда, существует такой закон. Вспоминаем конокрадов. Что делает человек? Человек кладет мороженое в задний карман брюк. Мороженое тает. Человек идет, лошадь идет за ним. Она любит сладенькое. Ей интересно, что это такое. Человек такой, я не увожу лошадь, она сама. Все. Так, смотрим, что у нас получилось по результатам. 7 из 10 Лена, 8 из 10 Катя Г. И 10 из 10 с прекрасным результатом. Ой, 8 из 10, простите, 10 из 10, просто быстрее. Тополек. Знаете ли вы, что герб Соединенных Штатов может иметь два варианта
своего внешнего вида. Так. Супер. Да, в зависимости от того, находятся ли Соединенные Штаты в состоянии мира или в состоянии войны, орел смотрит либо в сторону оливковой ветви, как в сторону мира, либо в сторону стрел, если США в состоянии войны. Физически вот этот предмет — это ковер в Белом доме, который просто переворачивает. У него с одной стороны орел в одну сторону смотрит, а с другой в другую. Вот этот вот ковер можно просто физически взять, перевернуть, и тогда он будет лежать соответствующим образом. Дальше, как США выглядят на карте мира, на континенте Северная Америка, вот посередине это все Канада, а внизу Мексика, Тихий Атлантический океан и Северный Ледовитый океан. И девиз «In God we trust», мы верим в Бога. Почему? Потому что в 1620 году, когда корабль Mayflower приплыл с первыми переселенцами-европейцами в США, на нем было очень много именно воцерквленных верующих людей, и они действительно верили, что только с Божьей помощью на этой недружелюбной и незнакомой на них земле они смогут поселиться, расселиться, жить. Ну и, в общем-то, наверное, действительно это имело смысл. Говорили с вами чуть-чуть про символы, да, там был нам предложен голубь, символ птицы, символ США, это белоголовый орлан. Выглядит он вот таким вот образом. Может, видели в интернете картинку, но орланы обычно всегда изображают, в принципе, любых птиц в профиль, потому что фас это достаточно такой глупый, непрезентабельный вид. А вот в профиль очень такая благородная птичка. И также символом США является ярко-красная роза именно этого цвета. Американская красавица. Вот этот вот цвет розы как национального цветка Соединенных Штатов. А еще каждый штат в США имеет тоже свой цветок, свою птичку, свое животное, свое дерево, там чуть ли не свою бактерию. Ну, вот. Американцы вообще любят, когда у них много символов. Чувствуете вот что-то родное, да? Кажется, где Соединенные Штаты, где мы? Еще один символ США, национальное животное символ США, это американский бизон, который вот на английском языке называется бизон-бизон. Просто вот совсем бизон, чтобы все поняли, что это бизон. Это вот родственник наших прекрасных зубров, потому что климат похож наш и континентальная Северная Америка. Те же леса, много травы, достаточно тенисто, не жарко, не противно, а зимы можно пережить, потому что шуба и все хорошо. Карта Соединенных Штатов, вот Аляска здесь у нас в левом нижнем углу, хотя она должна быть выше, помните, ближе к Северному Ледовитому океану, ну так просто разместили. Обратите внимание, что некоторые штаты, они вот просто поделены как под линеечку, потому что тогда действительно просто делили под линеечку. Где-то там понятно, что форма штата обусловлена какими-то границами расселения людей, а где-то просто вот ровные углы, лишь бы было удобно. В некоторых штатах есть законы, уникальные только для них. Коренное население, о котором сегодня уже говорили, да, это индейцы, не американцы. До того, как европейцы стали осваивать земли Америки, Северной Америки, этого континента, там уже была достаточно развитая цивилизация. Сейчас мы находим отражение и воспоминания в основном только в медийной культуре и в одежде. Стиль бохо, который сейчас достаточно популярен и в Европе, и в Америке, пошел в том числе, не скажу, что в первую очередь, но в том числе и от американских индейцев. Работает. Вы на своем телефоне выходите на YouTube, вводите видео для... Давайте вот сюда вот положим, хорошо? Вводите видео для 3D очков. Ваше видео должно быть разделено пополам, да? То есть две одинаковые картинки с двух половинок экрана. Ваш телефон вы вставляете вот сюда, вот лучше без чехла, но посмотрите, чтобы помещался. Экраном к себе, задвигаете. Вот здесь есть штучки, которые помогут вам сфокусировать. Ну, у нас у всех разное расстояние между глазами, и вот вы сможете сфокусироваться под ваше расстояние. То есть вы наденете на себя и чуть-чуть подвигаете, чтобы вот вам была картинка, чтобы была видна. Выбирайте то видео, которое вам нравится. Выбирайте не самое длинное, потому что объективно это может быть скучновато. Это раз. А второе,
может начать болеть голова. Это говорит о том, что у вас нормальная здоровая психика, которая не справляется с тем, что вы сидите за столом, а вокруг картинка двигается. То есть мозг не понимает, что происходит, и он прав. Это наша первая станция. Второму столу я предлагаю вспомнить детство и порисовать. Но порисовать не просто, а порисовать при помощи 3D-ручек. 3D-ручек. Что делает я? Ручки включаем, когда она перестанет мигать, она будет готова к использованию. На кнопку большую, а это должна переключиться на зеленый цвет. А я могу сама Я очень люблю. Я ее полюбила. Настолько мне лестно. Ну слушай, ты Ну, как бы можно тоже попробовать, но... это делают обычно. Где свежий делают? Ты можешь две, может, да? может быть и две. Создать типа цепь или как? Нет. О, начала играть. А может, А3 нельзя? Давайте к Элизе сыграем. А3 нельзя. D1. Сколько у нас проводов? А, это типа Двоечками, вот двоечки. Двоечку? Ну, а зачем тебе больше? Нет, в принципе, да, то есть можно и сплошь, да. А вот это надо сюда. Ну как раз, чтобы Да, ой, точно. А почему у меня нет? А, то есть один заземляется, а все остальные играют? А есть еще какая-то штука? Тебе нужно которая держать за делала этот и за название, этот, одним да? надо было вставать. Нет, везде разные. Видишь? Да. Смотри, давай проверим на одной. Желтую. По идее, Или желтую. меняется. Да, одинаковые.